Добрый день, уважаемые члены экспертной комиссии, уважаемые команды и гости, и, конечно же, организаторы. Я хочу задать вам такой вопрос. Друзья, как вы думаете, какова экологическая ситуация в Якутии на сегодня? Многие могут подумать, что в этом вопросе положение Якутии еще более-менее такое благоприятное. Однако, несмотря на это, экологическая проблема остается далеко не такой, как может показаться на первый взгляд. Потому что ежегодно в Якутии увеличиваются объемы производства, добычи полезных ископаемых, соответственно, значит и выброса вредных веществ. Целью нашего проекта стала оценка существующего экологического положения Якутии и определение основной потенциальной экологической проблемы и путей ее решения. Объектом исследования являются наиболее крупные экологические проблемы самого населенного района республики. То есть при разделении Якутии на кластеры северный, центральный, западный, южный, восточный, окажется, что центральная группа улусов вместе с городом Якутском будет охватывать около 55% всего населения. Это, то есть большую половину. А также, но при этом занимает лишь 11% всей территории республики. Соответственно, дальнейшим объектом нашего исследования становится именно центральный Якутия. Проанализировав существующее экологическое положение выбранной территории, нами были выявлены 3 экологические проблемы. Первая – загрязнение атмосферного воздуха. Вторая – проблема обеспечения населения качественной питьевой водой и загрязнения рек и водоемов. Третья проблема – проблема лесных пожаров и несанкционированной вырубки лесов. Так как в рамках проблемы обеспечения питьевой воды населения в Якутии действует государственная целевая программа «Чистая вода», а проблема лесных пожаров имеет сезонный характер, для дальнейшего рассмотрения и нахождения возможных путей решения наша команда выбрала тему загрязнения атмосферного воздуха. Так как в Центральной Якутии практически отсутствует какая-либо промышленность, основным источником загрязнения является автомобильный транспорт, от которого возникают 2 основные проблемы. Первая проблема – это непосредственно загрязнение атмосферного воздуха выхлопными газами. И вторая проблема – это недостаточная видимость вследствие невозможности испарения выхлопных газов в атмосфере в зимний период. В качестве примера это знакомая картина для всех якутян. Можно следующую ставить. Вот, например, это сами видите. Для снижения объемов токсичных и вредных веществ, попадающих в атмосферу с работавшими газами двигателя внутреннего сгорания, предлагается ускорить перевод части автомобиля от бензинового на альтернативное газовое топливо. Для этого разработано техническое решение проблемы запуска ДВС автомобиля с помощью газа в холодное время года в условиях низких температур. Это позволит сократить количество токсичных и вредных веществ в атмосферном воздухе города на 10-30%, а содержание некоторых вредных веществ снизится в 2-3 раза. Среди многочисленных способов снижения токсичных выбросов автомобилей в атмосферный воздух наиболее перспективным является замена бензинового топлива на газовое. Газобаллонное оборудование, коротко ГБО, для автомобилей – это автомобильная топливная система, позволяющая использовать в качестве топлива сжиженный нефтяной или природный газ. При этом установленная газовая топливная система по сути дублирует бензиновую, делая автомобиль битопливным. В настоящее время замена, осуществляемая автовладельцами, вызвана экономическими причинами, подорожанием бензина и меньшей стоимостью газа. Однако при переоборудовании автомобилей для использования газового топлива смесь газов пропана и бутана существует проблема запуска двигателя в холодное время при низких температурах. Это особо актуальная проблема в условиях резко-континентального климата Якутии. Эта причина тормозит перевод автомобилей на газовое топливо в регионах с холодными зимними условиями. Сущность изобретения запатентованного в городе Чита заключается в том, что в верхней части баллона с газом делается врезка,
и через тройник включается в автоматическом режиме после разогрева двигателя сжиженным газом перевод на непосредственно сжиженный газ бутана и пропана. Также мы провели расчет по стоимости газобаллонного оборудования при минимальном рыночной стоимости в Якутске 50 тысяч рублей. Мы предлагаем сделать компенсацию правительству республики в размере 20%. Это составит 10 тысяч рублей всего на поощрение перехода на газобаллонное оборудование. Тем самым при возможности перехода по данным ГИБДД 99 тысяч автомобилей с карбюраторным типом уже, как мы считаем, переведено на газобаллонную систему примерно 10%. Еще остается в перспективе 98 тысяч автомашин, в которые можно внедрять газобаллонное оборудование. То есть по нашим расчетам газобаллонное оборудование, даже с учетом того, что будет битопливная система, то есть половину пути мы сжигаем бензин, двигатели внутреннего сгорания, а половину газа, то получится, что система газобаллонного оборудования окупится менее через год. Получается, что из республиканского масштаба в виде законопроекта может закрепить на течение 3 лет понадобится каждый год на переход к газобаллонному оборудованию 2,99 миллиардов рублей. Ну и, конечно же, исходя из вышеизложенного, возникает простой, но достаточно логичный вопрос. Почему, если такая система, она намного выгоднее, чем бензиновая, да? Почему она так мало распространена на территории Якутии? Поэтому, исходя из этого, мы решили провести мониторинг этой проблемы. Почему же газобаллонное оборудование имеет такую низкую популярность? И решили провести опрос. По результатам опроса у нас появилась такая статистика, то, что из 50 опрошенных человек лишь 21 знает о существовании газобаллонного оборудования, то, что автомобиль может вместо бензина ездить на газе. И то, что только 17 из этих 21 человека знают о преимуществах, то, что это дешевле и выгоднее и экологичнее. Ну и, конечно, вторая причина того, что газобаллонная система не так сильно развита, это не развита сети газовых автозаправочных станций. Вот и наша команда предлагает вот такие вот методы решения этой проблемы. Первоочередные меры по реализации путей снижения загрязнения воздуха. Это первое — просвещение населения. Большинство людей, проживающих не только в Якутии, но и в России, имеют очень низкую экологическую культуру. Это все прекрасно знают. Второе — это разработка системы частичных компенсаций на затраты. И, конечно, третье — рассмотрение правительством о внесении в законодательство нормативно-правовых актов о переводе автотранспортных средств на газобаллонное оборудование. Ну и в конце выступления хотелось бы сказать следующее. Проблема загрязнения атмосферы в мировой экологии является раковой опухолью. Это источник большого количества заболеваний у детей, заболеваний центральной нервной системы, источник появления различных раковых опухолей. Поэтому я призываю всех вас, неуважаемых членов экспертного совета и уважаемые земляки, давайте сохраним нашу природу для наших будущих поколений. Эта проблема сложная, но, как видите, в принципе решимая. Спасибо за внимание. Члены жюри, вопросы? Никто не будет задавать? Вопросы зала есть? Есть, я вижу несколько рук. Туяра Капулова, агент Смарт. У меня вопрос такой, вот вы рассмотрели отходы Алроса, да?
И там есть такая статья, как металл, который окисляется и разрушает экосистему. Что вы планируете с этим делать? Потому что люди из Владивостока, то есть компания Владивостока, хотели выкупить этот металл, но они его вывести не смогли. А Алроса свое оборудование на вывоз этого металла не предоставляет. Какие пути решения на данный вопрос вы предлагаете? Спасибо большое, Туяра. Вот, исходя из нашей презентации, исходя из в рамках нашего проекта, мы рассматривали именно загрязнение атмосферного воздуха автомобильным транспортом. То есть на твой вопрос мы, наверное, не можем ответить, к сожалению. Еще один вопрос. Это вопрос, по сути, не к нам. Извините. Еще один вопрос из зала. Полина, Владивосток. Вот скоро построится Латвинзавод, и это же будет сильно влиять на экологию. Что вы об этом думаете? Опять же, точно такой же, пожалуйста, ответ, как какой ответ. Мы рассматривали именно центральную Якутию и именно проблему существующую. То есть это загрязнение атмосферного воздуха именно автомобильным транспортом. То есть этот проект, он находится в рассмотрении, как бы, да, и он утвержден даже, но нет еще не утвержден. Но значит... Вот вы поддерживаете строительство химического завода или нет? Конкретный вопрос. То, что территория Якутии в большинстве своем стоит на вечной мерзлоте, нельзя никак забывать. Сейчас очень активно обсуждается этот вопрос в обществе, и мы считаем, что надо привлекать всех специалистов к этому делу, чтобы они проанализировали экономический эффект, экологический эффект, и если решат, что постройка завода необходима, и построить его со всеми требованиями законодательства, строительства при наших особенных условиях в Якутии, тогда, может быть, да. Насколько мне известно, строит будет индийская компания. Правильно, да? Проверяли и нашего мэра Айсина Николаева, и всех общественных деятелей, которые тоже задавались этим вопросом, потому что будет ли вредно влиять этот газохимический завод, они постоянно уверяли, что они имеют 20 или 30-летний опыт работы в постройке таких заводов. Поэтому, не знаю, верить ли им на слово. Но если, касательно вашего вопроса, стоит за мы или против, если это будет построено вблизи крупных населенных пунктов, конечно, против. Еще можно одно уточнение. Вот вы говорили о том, что как раз таки переход на газовое оборудование, недостатком этого оборудования является сложность запуска двигателя в холодное время года. Вот это изобретение, о котором вы говорите, оно четко перестраивает это все? Или... Можно я отвечу? Существующее стандартное газобаллонное оборудование, она как раз таки не предусматривает запуск двигателя в холодных климатических условиях. Но с установкой оборудования с тройником и забором с верхней части через штуцер газов, паров жиженного газа, пропано-бутановой смеси, мы можем через первый с верхней труб до правого брать пары газа и им разогревать именно двигатель. Это опробовано уже где-то или это просто теория? Это дело опробовано в близлежащем от нашей республики в городе Чита, который по природно-климатическим условиям в принципе подходит под рамки наших. Еще вопрос от экспертного совета. Спасибо большое, что выбрали это направление. Наверное, нужно сказать о том, что раньше я думал, что люди туберкулезом болеют только тогда, когда они имеют контакт с людьми, которые заключенные или болеющие туберкулезом. Оказывается, грязная атмосфера это как раз является основной причиной заболевания туберкулезом. И в этом плане, конечно же, вопрос стоял по газохимическому заводу. Нужно обязательно сказать, что здесь есть вещи, которые независимо от того, каким будет проект, то есть закон химии, он для метанола, допустим, на 1 тонну метанола необходимо потратить 4 тонны воды.
И не важно, где это будет находиться, возле населенного пункта или далеко, да, река наша Лена будет при мощности 1 миллион тонн в год, это 4 миллиона тонн воды будут забираться с реки, а потом его будут уже девать. Куда они будут ее девать? Ну понятно, что это будет хранилище для воды, с которой она будет в связи с нашим вечным изотопом попадать обратно в реку. Поэтому здесь насчет химического азота вам вообще сомневаться нельзя. Вы правильно сказали, что сколько там? 17 человек знают из 30, да? Мы вас понимаем, да, задели за больное место, да, вопрос задайте, пожалуйста. Все-таки, как вы собирались информировать население только о газовом оборудовании, но при этом какую работу вы готовы провести для того, чтобы проинформировать вообще о вреде грязной атмосферы, потому что это химический завод или там вывод автомобилей, они должны понимать еще с точки зрения медицины. Спасибо. Ну, пока думаете, вот Иван Валентинович Степанов, я вам хотел всем участникам представить, он немножко опоздал по техническим причинам. Это лидер общественного движения, вот экологическое общественное движение, несколько экологических движений, вот, против газохимического комбината, против гектара земли, в общем, защиту нашей якутской природы. Давайте поприветствуем его. Еще один вопрос от экспертов. Ну, касательно вашего вопроса, нужно ответить, что пропаганду, конечно же, можно привести и через средства массовой информации, но это как такового эффекта иметь не будет, поэтому обязательно, такой практики еще не было ни в одном субъекте нашей России, обязательно это дело надо закрепить на законодательном уровне. Но с учетом каких-то мер компенсации для тех любителей транспорта, которые будут эту систему использовать. Если позволите еще короткий комментарий, как компания «Алрос», я должен ответственно заявить, что «Алрос» уже присоединилась к вашему проекту, и больше половины техники компании перешло на газомоторное топливо, потому что это экологичнее и дешевле. Все, да? Все, вопрос. Всем большое спасибо за внимание.